Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 22 сентября. Это у нас будет пятница. Мы с вами смотрим все знаки зодиака от Овнов до Рыбок, но смотрю я в двух частях, по 6 знаков в двух видео. Это первая часть. Овны. 22 сентября, пятница. События дня. Так, смотрим Овны. Сразу же победа. Первое событие. Флаг. В пятницу у вас может быть какая-то победа. Прибыль нельзя. Весы — это сложный выбор. Успех. Удача. Подкова. И тайная встреча. Тайное свидание. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц, будет. И будильничек нельзя. Значит, смотрите, что я для вас нашла. У вас победа, успех, удача. Шикарные 3 события. Дальше событие, которое повторяется каждый месяц. Сложный выбор в этот день и какая-то тайная встреча. Ну, такая информация для вас. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к Тельцам. Тельцы. Тельцы, 22 сентября. События дня. Пятница. Что будет у Тельцов? Первое событие — это любовь. Успех. Приглашение, дерево. Деловой разговор и деловая встреча. Ну, видимо, принесет вам успех. Это встреча с разговором. Угу. Смотрите, рядышком выпадают деньги. Мешок с деньгами. Угу. И рыба тоже здесь. А рыба — это какое-то скользкое дело. Скользкое предложение. И разочарование, печаль. Вы можете стать жертвой, да, каких-то обманщиков по скользкому делу. Победа при этом есть. Победа и успех. То есть в каком-то деле у вас будет успех и победа, но в каком-то вопросе может быть, видите, и проигрыш. Так, проверяем. Сейчас я еще посмотрю периметр. Угу, неприятность.
Ну, мы уже видим какая-то, то есть неприятность, это рыба. Луну нельзя. Весы тоже нельзя. Значит, смотрите, событий много, рассказываю. Все хорошо в личной жизни. Дальше у вас будет какая-то победа, успех. Будет деловая встреча, деловой разговор, приглашение, скользкое дело, неприятность, разочарование. Да, то есть вот если вы попадете на удочку этих людей, то, конечно, будет разочарование. И, возможно, еще финансовые какие-то события, связанные с финансами. То есть это покупки, расходы, получение денег. То есть тут как угодно может проигрываться. И минусом, и плюсом. Если сундук это плюс, то мешочек это и плюс, и минус. Так что для вас вот есть много хороших событий, но есть и предупреждения. Может быть, туда, куда вас будут приглашать, надо хорошо подумать, идти или не идти. Но рыба это всегда какие-то жулики. Ну, то есть люди, которые пытаются что-то у нас выманить, выудить. Так что будьте осторожны, чтобы потом не разочаровываться по колодцу. Благодарю за внимание, тельцы. Я перехожу к близнецам. Близнецы. 22 сентября. События дня для близнецов. Луна, первое событие. Интимная связь. Надежда. Удача. Нерешенный вопрос. Чемодан. Разлука временная. Якорь. Остановка, прибытие. Фиксация еще тоже может быть. Так, здесь нет. Смотрим, что получается в этот день. Надежды у вас какие-то на этот день вы будете возлагать. Дальше будет событие, которое происходит каждый месяц, ну или через определенное количество дней, то есть цикличное какое-то. По якорю прибытие, остановка где-то надолго, удача, везение, интимная связь, нерешенный вопрос и временная разлука, расставание. Ну, вопрос решится уже, наверное, скоро, потому что, смотрите, видите, ножницы выпали по диагонали. Да, то есть, если бы эти карты поменялись местами, да, вот эти, то вопрос был бы решен. То есть, вы в одном шаге от решения вопроса. Ну, вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу я дальше к ракам. Двадцать 22 сентября, пятница. События дня.
Цыпленок, первое событие в пятницу. Это семья, дети. Якорь. Остановка, фиксация. Возможно, надо будет с ребенком сидеть. Яблоко нельзя. Череп. Болезнь, ухудшение самочувствия. Ножницы, решение вопроса. Колокольчик, пустые разговоры. Горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, смотрите, что я нашла. 5 событий для вас. Первое событие – это семейная жизнь, семья, дети. Да, то есть какой-то контакт. Дальше по якорю. Ну, вы где-то проведете несколько часов в одном месте. Может быть, это будет дома, может быть, с детьми где-то. Может быть, дома из-за болезни. Да, потому что, смотрите, выпадает якорь и болезнь. То есть плохое самочувствие. Может быть, дома останетесь. Дальше пустые разговоры, болтовня с кем-то будет в этот день. И может еще решиться какой-то вопрос у вас в пятницу. Ну, вот такой день. Я благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Смотрим, левушки. Двадцать 22 сентября. 22 сентября, пятница, события дня, львы. Ссора, первое событие, метла. Или наведение порядков. Бокал, застолье. Ссора на застолье или наведение порядков перед каким-то мероприятием. Ага, еще есть якорь. Якорь может показывать, что вы проведете там много часов. Также еще есть интимная связь. Или много в кровати проведете времени. Иногда кровать — это просто желание полежать, отдохнуть. Друзья, общение с друзьями. Застолье в пятницу. Успех в делах. Исполнение желания, цветочек. Новость нельзя. Ну, здесь я не вижу. Значит, что я для вас нашла в этот день? Метла, ссора или наведение порядков, застолье, общение с друзьями, интимная связь, успех в делах,
по якорю проводите много времени где-то, то есть это либо вот на застолье, либо отдыхая, и также общение с друзьями, и может исполниться еще у вас желание. То есть шикарный день. Единственное, вот если только метла проиграется как небольшая ссора, то, конечно, это минус. Но опять же, тут от нас уже зависит, мы можем вступать в эту ссору, а можем нет. То есть давать реакцию, либо не давать. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к делам. Так, девы. Двадцать 22 сентября, пятница. События дня для дев. Покажите мне, что у дев будет в пятницу. Цыпленок. Цыпленок показывает семью, детей, да, то есть какое-то вот взаимодействие с ребенком, может быть. Куда-то надо отвезти, привезти, посидеть, поиграть, позаботиться. Любовь нет. Свидание, может быть, приятная встреча. Метла. Солнце уже нельзя. Метла — это ссора, либо наведение порядков. Кораблик, ожидание. Победа. Ожидание победы. Рыба. Скользкое дело, хитрость, обман. И весы — это сложный выбор. Гости. Сложный выбор. Идти, не идти в гости, звать, не звать гостей. Идти в гости или на свидание. Может быть, так как-то. Значит, смотрите, что я у вас нашла. Семейная жизнь, семья, дети. Да, то есть какое-то взаимодействие. Дальше приятная встреча, ожидание, победа. Сложный выбор, гости. Наведение порядков или ссора. И рыба, да, то есть это скользкое дело. Опять же, рыба иногда просто показывает, если, например, в этот день свидание или гости, может быть, будет какая-то очень вкусная рыба. Да, то есть иногда вот прям события нам показывают в лоб. Да, то есть ножницы — это режем, да, то есть рыба — это кушаем, там, ну и так далее, ужинаем. Поэтому это иногда даже так. Вот такая информация для вас. То есть для вас предупреждения здесь выпали два. Если они со знаком минус проиграются, то это вот метла и рыба. Ну, будем надеяться, что они проиграются со знаком плюс. Благодарю за внимание, девы. Перехожу дальше к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку, как всегда, оставила для вас внизу в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами увидимся во второй части.